Здравствуйте, с вами программа «Акцент» и наш сегодняшний гость, руководитель департамента по внешним связям Республики Саха-Якутия Владимир Васильев. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте. Владимир Николаевич Васильев окончил биолого-географический факультет Якутского государственного университета имени Максима Кировича Амосова, кандидат биологических наук. Международной деятельностью занимается 27 лет. В 2014 году был назначен на должность министра внешних связей Республики Саха-Якутия. Автор более 60 научных работ, участник региональных, всесоюзных, всероссийских и международных конференций. Владимир Николаевич, ну вот у нас совсем скоро в России будет праздноваться День дипломата, и ваше ведомство изначально, оно как бы выполняло функции, ну, если можно так сказать, регионального МИДа. И я знаю, что в этом году вы отметили 25 лет со дня его основания. Вот на ваш взгляд, каких наиболее, может быть, значимых результатов удалось добиться за этот период? Ну, 25 лет, конечно, срок очень большой по меркам человеческой жизни. В принципе, когда мы говорим о 25-летии, мы говорим о дате создания Министерства внешних связей. Хотя до этого работал еще Госкомитет по внешнеэкономической деятельности, и комиссия по делам ЮНЕСКО тоже была создана до министерства. Поэтому наши ветераны иногда с нами спорят, что надо вести отсчет с тех времен. Но тем не менее, конечно, мы, говоря о 25-летии, прежде всего ведем речь о министерстве. Мы буквально 1,5 месяца не дошли до юбилея 19 января, превратились в департамент по внешним связям, но основные все функции сохранили. Как вы упомянули, выполняем роль регионального МИДа, так как вся работа наша построена на координации с Министерством иностранных дел Российской Федерации. Надо отметить, что мы единственный регион в России, который имеет протокол о взаимодействии с Министерством иностранных дел. И очередной протокол у нас истекает в конце этого года. И мы договаривались с МИДом, что мы заключим еще очередной 5-летний протокол. И этот протокол знаменателен тем, что охватит столетие республики Саха-Якутия, и мы там наиболее значимые мероприятия пропишем. Ну, конечно, за 25 лет была проведена огромная работа по установлению взаимовыгодных связей не только с зарубежными странами, но и с большинством субъектов Российской Федерации и со странами СНГ. Очень большое внимание, конечно же, уделялось внешнеэкономической деятельности, инвестиционной деятельности в последние годы. И не зря вот эта работа, проделанная в рамках нашего министерства, была оценена, я считаю, что положительно. И из недр нашего министерства, из недр Министерства по делам предпринимательства и развития туризма и Министерства экономики родилось новое Министерство инвестиционного развития и предпринимательства, которое мы отдаем полномочия по внешнеэкономической инвестиционной деятельности и надеемся, что все те труды, которые были сделаны предшественниками нашими и в рамках нашего министерства, будут не потеряны, наоборот, расширены и развиты дальше. Но все-таки насколько было оправдано, на ваш взгляд, создание такого ведомства в республике? Все-таки был тогда, ну тогда уже все-таки еще был Советский Союз, да, МИД Советского Союза. И, в общем-то, на уровне субъекта, как вы считаете, наличие такого ведомства, оно вообще... Ну, в принципе, многие регионы Российской Федерации идут по этому направлению, создают специальные ведомства, работающие по инвестиционным проектам. Тем более сейчас в Российской Федерации Дальний Восток пользуется абсолютным приоритетом. На развитие вот этого макрорегиона уделяется огромное количество внимания со стороны федеральных органов власти. Говорится много о привлечении инвестиций именно. И в данном случае, конечно же, нужны профессионалы-экономисты, которые хорошо владеют тематикой. Ну, в первую очередь, при работе со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это Китай, Республика Корея и Япония в первую очередь, которые нацелены на вхождение на рынок Дальнего Востока, и мы должны подготовить не только инвестпроекты, но и предложить территорию опережающего развития. Та территория опережающего развития, вот индустриальный парк Кангаласы, уже начинает свою жизнь. Там появляются первые заводы, первый тепличный комплекс круглогодичный построен, то есть плоды уже есть.
И это надо развивать дальше. И, конечно же, тут, в принципе, если в нашем министерстве работало всего 5-6 человек по данному направлению, это абсолютно недостаточно. Нужна достаточно мощная структура, которая была бы нацелена на создание, разработку стратегии и тактики инвестиционной политики и внешнеэкономической деятельности. И, кроме того, у нас много институтов развития, и их как-то надо переформатировать, и, может быть, преобразовать, может быть, создать новые. Вот это все дело, под это дело заточено новое Министерство инвестиционного развития и предпринимательства. А наш департамент по внешним связям будет курировать, как и прежде, всю международную гуманитарную деятельность, плюс межрегиональное взаимодействие. И, конечно, в какой-то степени останутся полномочия по имиджевой политике. И если говорить о международном и межрегиональном сотрудничестве, какие сейчас направления наиболее перспективны с вашей точки зрения? Конечно, мы очень плодотворно работаем с ЮНЕСКО, в первую очередь, да? Очень много, больше 10 проектов у нас идет, плюс у нас готовится ряд проектов, пакетов для представления в будущем. Мы планируем в начале следующего года организовать небольшую презентацию проектов Республики в штаб-квартире ЮНЕСКО. Конечно, очень большое внимание уделяется Арктике. Мы, конечно, несем большую ответственность за работу, за деятельность Северного форума межрегиональной организации губернаторов северных регионов, который является наблюдателем Арктического совета. То есть в Арктике Республика Саха-Якутия должна иметь свой голос, свою нишу, потому что мы самый большой регион не только мира, но и Арктики. Потом, конечно же, мы очень мало раньше уделяли внимания другим международным организациям, таким как ШОС, БРИКС, АРАСВА, это Ассоциация региональных администраций Северо-Восточной Азии. В этом направлении мы должны усилить свое влияние, участие, тем более, что федеральные органы власти нам очень хорошо рекомендуют активизироваться в этом направлении. Ну и, конечно, много мы должны сделать на смягчение отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки на региональном уровне. Есть российско-американское Тихоокеанское партнерство, и его очередное заседание пройдет у нас в Якутске во второй половине июля, и мы надеемся, что пойдет все-таки сближение на, так скажем, народном уровне. Мы видим, что риторика нового президента Дональда Трампа, она все-таки отличается в сторону позитивного отношения к России. Все-таки мы, и Сергей Викторович Лавров недавно сказал, что мы надеемся на смягчение наших отношений, и мы в том же русле видим и планируем в мае, например, принять участие в министерском совещании Арктического совета, который пройдет в штате Аляска. Там будет объявлена неделя Арктики, и мы можем найти свою нишу и представить региональный потенциал вообще для Арктического совета и, соответственно, показать нашу республику. Тем более у нас друзей на Аляске очень много. Вот. Конечно, и мы должны уделить особое внимание продвижению нашей культуры в зарубежные страны, в российские регионы. И, например, вот с театром эстрады обсуждаем вопрос проведения межрегионального конкурса «Народный хит», онлайн-конкурса по типу вот Сангары, который у нас проводится, да, Башкортостаном, Татарстаном. То есть вот такого плана работ у нас будет очень много. А вот все-таки приоритет будет, ну, на ваш взгляд, вот сейчас стоит отдавать все-таки межрегиональным отношениям, да, межрегиональных связей или международных, как вы говорите, вот на уровне... Ну, они как бы достаточно, баланс будет соблюден. Все-таки мы с 42 регионами Российской Федерации имеем соглашение о сотрудничестве, и этот список, видимо, будет расширяться. Но мы должны смотреть все-таки больше на эффективность теперь. Насколько они приносят пользу для республики. Может быть, не стоит создавать огромные планы, а несколько пунктов каждый год выполнять в рамках перехода на проектное управление, так скажем, выполнять какие-то проекты. Но в то же время, конечно, международное сотрудничество все-таки оно выше стоит, чем межрегиональные. Этой части мы будем уделять, конечно, максимальное внимание расширению. Есть понятие также народной дипломатии, поддержка наших соотечественников за рубежом, ну, конечно же, культурные,
даже бизнес-миссии в зарубежные страны, презентации инвестпотенциала не будут обходиться без культурной составляющей, без гуманитарной составляющей. И эта часть вот, будет ложиться на наши плечи, нашего департамента. Например, вот Восточный экономический форум. Там есть очень большая деловая программа, но в то же время каждый год проходит фестиваль «Улица Дальнего Востока», где мы представляем свой туристический потенциал, культурный потенциал, научный потенциал, образовательный и так далее. И в подготовке вот таких фестивалей вот наш департамент будет играть ключевую роль. А вот скажите, за 25 лет, да, деятельности министерства, как-то изменилось отношение к Якутии в мире и в России, на ваш взгляд? Вы, наверное, какую-то аналитику проводите? В принципе, медленно, но верно народ все больше узнает о нашей Якутии. И это было особенно наглядно видно во время вот недавней нашей поездки в декабре в Японию в рамках визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И когда не только вот главы государств двух стран говорили о Якутии в том или ином аспекте, но при каждом круглом столе, когда мы говорим о туристическом потенциале, культурном разнообразии, об инвестиционном потенциале, всегда пример ставит Якутию, что республика очень много делает направлений расширения международного сотрудничества, именно позитивно. Ну и в Китае, конечно, нас тоже уже неплохо знают. Корейцы постоянно вот завлекают, да? И Европа. Европейцы, они очень хотят все-таки развивать сотрудничество с нашим регионом, но, конечно, мы сейчас смотрим с точки зрения, опять-таки, эффективности, целесообразности. Они в основном пока предлагают покупать их технологии или оборудование, или турпакеты и так далее, и так далее. А мы хотим? Да, а мы хотим все-таки привлечь, в первую очередь, инвестиции, привлечь туристов с их стороны, ну и показать свою культуру. Ну, конечно, якутяне вообще народ такой активный на современном этапе развития общества, очень пассионарно себя ведут. Я говорю, вот якутский народ единственный, наверное, в мире, который проводит свои национальные праздники в разных странах мира. Или устанавливает свой тотемный стол в Серге. Ни один народ, например, не приходит же к нам, давайте мы установим у вас свой тотемное дерево, да? Якутский народ, он устанавливает вплоть до Мексики, Исландии, там, Китая и так далее, и так далее. В Соединенных Штатах, по-моему, в нескольких местах есть. Вот. И этому никто, конечно, против этого никто не возражает, ни в какой стране, наоборот, это поддерживают. Люди узнают больше. Ну, кроме того, вот с прошлого года мы достаточно активно продвигаем наш портал Якутия Today, пока он идет на английском и китайском языках. Но он превратился из простого новостного сайта. Все-таки там больше информации появилось о Якутии в целом, о достопримечательностях, какие народы здесь живут, какова ситуация в экономике и так далее, и так далее. То есть это будет как бы онлайн-окно в нашу республику. И он все больше и больше посещений. И мы чувствуем, что все-таки, что Якутия становится более-менее узнаваемой в мире. Хотя, конечно, еще очень много работы, еще недостаточно, мы считаем, но тем не менее прогресс есть. Спасибо, Владимир Николаевич. Напоминаю, сегодняшним гостем программы «Акцент» был глава департамента по внешним связям Республики Саха-Якутия Владимир Васильев.